Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, текущий год объявлен в нашей стране годом защитника Отечества. Это объединенной исторической памятью знак особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и признание подвигов участников специальной военной операции. И поэтому я хотел бы начать церемонию с небольшого предисловия, которое говорит как нельзя лучше и чувствует глубокую связь прошлого и настоящего, связь традиционных ценностей, культуры и народного самосознания. Наша встреча проходит во дворце торжеств, носящим имя известного чеченского актера, заслуженного артиста РСФСР Дагуна Ибрагимовича Амаева. Одной из его знаковых творческих работ стал спектакль «Бессмертные», где он сыграл роль героя Советского Союза, пулеметчика Ханпаши Нурадилова, получившего боевое крещение в боях против фашистских захватчиков на Украине. За год войны он уничтожил около 1000 фашистов, пленил 12 солдат вермахта, захватил 7 вражеских пулеметов, пав смертью храбрых под Сталинградом. И ему было всего 18 лет. Представляете, просто молодой человек, еще парнишка, совершил такой подвиг, уничтожив свыше 1000 фашистов. И вот спустя 80 лет в этом зале мы чествуем внуков и правнуков наших героических предков, мужественно и самоотверженно противостоящих сегодняшним попыткам возрождения неонацизма, устраивающих террористические угрозы и надежно стоящих на страже безопасности нашей страны. Каждый из вас достойный сын своих родителей, не посрамивший честь русского оружия и доказавший верность своей земле и сохранивший преданность целостности народов России. Убежден, что примеры ваших беззаветных ратных подвигов навсегда сохранятся в исторической летописи. И, конечно, нельзя допустить, чтобы были преданы забвению наши боевые товарищи, не вернувшись с полей сражений и навечно, которые остаются с нами в строю, рядом с нами и в наших сердцах. Дорогие боевые друзья, должен подчеркнуть, войска Национальной гвардии с честью выполняют все поставленные задачи, и значительный вклад в их достижения вносят воинские части и подразделения Северо-Кавказского округа войск. Об этом свидетельствуют положительные результаты обеспечения безопасности в регионе, успехи в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. Враг вас боится, и поэтому сюда летят эти беспилотники в знак, знаете, мелкой пакости, хотя бы хоть чем-то навредить и отомстить. Ваш ратный труд по достоинству оценивается руководством страны. С начала СВО уже более 6500 военнослужащих и сотрудников округа награждены высокими государственными наградами. И сегодня, в канун празднования Дня Героев Отечества, этот список пополнится новыми именами. Я благодарю бойцов и офицеров Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии, а в вашем лице и весь личный состав Росгвардии за добросовестную службу, профессионализм, отвагу во имя победы. Важную роль в позитивной динамике служебной боевой деятельности играют региональные власти, поддержка которых существенно повышает боевой потенциал войск, а также позволяет решать многие социальные проблемы. Укреплению такого взаимодействия на современном этапе способствуют многочисленные программы поддержки участников боевых действий, признанные в том числе к их активному привлечению в работе в органах власти самого различного уровня. Одним из источников новаторских идей и положительных практик в этом направлении, безусловно, выступает Чеченская Республика. Поэтому отдельные слова признательности и благодарности ее главе Рамзану Ахматовичу Кадырову и, конечно же, его команде за постоянное внимание и помощь войскам. Благодарю всех. Указом президента Российской Федерации за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, присваивается звание Героя Российской Федерации генерал-лейтенанту Делимханову Шарипу Султановичу, начальнику управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике. Награждаются медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени полковник Гагичаев Дзамбулат Владимирович, подполковник Бондаренко Александр Александрович. Медалью за отвагу награждается ефрейтор Ващенко Алексей Николаевич. Медалью за храбрость второй степени награждается полковник полиции Бисаев Анзор Саладеевич. Медалью Жукова награждается старший сержант Герасименко Геннадий Анатольевич, младший сержант Синявский Игорь Петрович, ефрейтор Шипулин Вячеслав Юрьевич. С приказом Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации награждены
медалью за боевое отличие генерал-полковник, Герой Российской Федерации, глава Чеченской Республики Кадыров Рамзан Ахматович. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации, председатель правительства Чеченской Республики Даудов Магомед Хожахмедович. Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Делимханов Адам Султанович. Генерал-майор полиции, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Висмурадов Абузаид Джандарович. За оказание содействия при выполнении задач, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации, награжден почетной грамотой Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Кадыров Адам Рамзанович, секретарь Совета Безопасности Чеченской Республики. Награжден наградным пистолетом полковник Бисаев Муса Хамзатович. Я хочу еще раз поздравить всех, кому были вручены высокие государственные награды, поблагодарить всех вас за тяжелый ратный труд, который вы уже вписали в летопись России. И уверен, что все задачи, которые будут стоять перед вами, вы выполните. Спасибо, удачи вам. Большое спасибо, Виктор Васильевич. Я поздравляю награжденных, особенно рад, что Шарип Дон Султанович получил звание Героя России. Мы все будем защищать нашу родину, и мы, все граждане России, патриоты своей родины России, будем делать все возможное и невозможное, чтобы мы побыстрее победили шайтанов. Еще раз хочу поблагодарить дорогого старшего брата, главнокомандующего Виктора Васильевича за то, что он уделяет внимание нашим бойцам, особенно чеченским бойцам. Я глубоко благодарен Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такую высокую оценку моего служения Отечеству. Это признание заслуг всех, без исключения членов команды великого первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Особо слова благодарности выражаю президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, нашим мягким на Имани Несине Кадырова, за ее всестороннее внимание и поддержку подразделения Росгвардии, а также семьям погибших и раненых наших товарищей. Лерми Мехдарам Занахматович, Том Сарваш, Дерезал, Далдикан Бихам Бойман, Асадич Хердуч, Мшдош, Халга, Вошан, Тягайтина, Далмола, Амандажи, нет, Далаз, вот Дерзаца, Хош, Хедау, нет, я говорю, Ахмат, сила, Россия, мощь, Аллаху Акбар.